Оказалось, все не так просто в этом деле. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане способны засудить. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд в Душанбе приговорил таджикского бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Суд района Исмаили Самани города Душанбе огласил приговор вечером 13 мая в здании столичного СИЗО. Чоршанбе Чоршанбиева обвинили в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя через интернет. Подсудимый в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда. Государственный обвинитель попросил назначить Чоршанбиеву 10 лет лишения свободы. Осведомленный источник сообщил, что адвокаты бойца ММА 13 мая были ознакомлены с результатом экспертизы. Адвокаты не знали, что сегодня же будет оглашен приговор. Они узнали об этом только в СИЗО. При оглашении приговора в зале не было никого из близких Чоршанбиева. Присутствовали только адвокаты, добавил источник. Адвокаты Чоршанбиева сообщили журналистам, что их подзащитный попросил суд отложить заседание, чтобы при произнесении последнего слова присутствовал его отец. Однако судья отклонил эту просьбу. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева задержали 3 декабря прошлого года в России, после того, как сам Чоршанбиев опубликовал в социальных сетях видео, где он нарушает правила ПДД и подвергает окружающих опасности, двигаясь на высокой скорости по Лефортовскому тоннелю в Москве. Оказалось, что у бойца не было ни водительских прав российского образца, ни страховки. Более того, автомобиль Toyota Camry был зарегистрирован на другого человека, а на эту машину было выписано уже более сотни неоплаченных штрафов. Спортсмену назначили штраф в 10 тысяч рублей, а также приняли решение о его депортации из Российской Федерации. Ночью 29 декабря самолет с депортированным Чоршанбиевым вылетел в Душанбе, где утром 30 декабря его ждали уже у трапа сотрудники спецслужб. Вечером того же дня прокуратура района Шахмансур города Душанбе сообщила, что в отношении Чоршанбиева возбуждено уголовное дело по 2 статьям Уголовного кодекса Республики Таджикистан. 189 разжигание социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной вражды или розни и 307 публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан. В ходе следствия с Чоршанбиева было снято обвинение в разжигании социальной, расовой, национальной, региональной и религиозной вражды. В ноябре прошлого года в Хароге начались протесты из-за убийства 29-летнего Гульбедина Зиёбекова. Они продлились несколько дней. Чоршанбиев тогда сделал видеообращение в связи с протестами, что и стало причиной возбуждения уголовных дел. Чоршанбиев выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. Последний поединок таджикский спортсмен провел в сентябре 2020-го, победив Радомира Филиппова. Всего на его счету 6 побед, 3 поражения и 1 ничья. Как вы относитесь к тому, что, по сути, да, он нарушил правила ПДД и подверг опасности жизнь свою и других людей, которые находятся на дороге, но наказывать 8 годами лишения свободы за то, что он высказал свое мнение по поводу ситуации в Хароге, это перебор. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы относитесь ко всей этой ситуации. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!